Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу поддержку теплую и добрую, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто либо что навсегда изменит вашу жизнь? Ну и каким образом, да, это все будет происходить? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, кто или что изменит мою жизнь, то есть вашу жизнь навсегда. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, смотрите, вот образ мужчины, который вас в лодочку посадит и лодочку куда-то потащит за собой. Мужчина, который вас увозит, перевозит, может быть. Но мне больше идет, что это мужчина, который вас увозит куда-то к себе, туда, где он живет. Ну, либо это его мысль, да, с вами вместе куда-то переехать. Здесь мужчина, вот весь этот переезд, отъезд, транспортировку он берет на себя, потому что он идет, а вы сидите в лодке. Он лодку тащит за собой. Да, возможно, как переезд к мужчине. Кстати, у кого-то отыграет, что мужчина иностранец, либо мужчина живет в какой-то прям другой стране, да, далеко. Прям перевозит вас со всем скарбом. И еще здесь показано, что вы не одна в лодке. Здесь то ли дети, то ли кто-то из родственников. То есть увезут вас всех с собой заберет. Очень классно. Здесь показан цветок в лодке и показан месяц. Мужчина по вам будет сходить с ума. Ради вас этот мужчина пойдет на все. Ради вас, ради того, чтобы вы были с ним. То есть на все ваши условия он пойдет, он все выполнит, он все исполнит, лишь бы вы с ним поехали, либо вы переехали в его дом, да, стали хозяйкой не только его сердца, но и его дома, его имущества. Да. Но у кого-то действительно иностранец, а у кого-то мужчина вас к себе перевозит. Причем до этого выполняя все ваши условия, давая вам, наверное, какие-то гарантии, да, что если вы переедете, вы точно не пожалеете. Мужчина изменит вашу жизнь. На новом месте вам 1000 дорог откроется. 1000 дорог, которые раньше вам не то чтобы не открывались, вы в принципе о таком мечтать не могли, да, что такое бывает. Там изобильная жизнь, там жизнь другого качества, другого уровня. Там очень классные возможности для жизни, для отдыха, для развития, для занятий собой, для бизнеса, да, для работы. То есть 1000 дорог вам откроется на новом месте. Хороший знак с левой стороны. Вы, скорее всего, не ждете, либо вы на это уже не надеетесь. Вам кажется, да, что там, переписываемся в интернете, навряд ли что-то из этого будет. Будет, девочки, будет, увезет. Он приедет за вами, вас увезет. И этот знак очень сильный и очень хороший для вас. Дальше. Здесь в центре нам показано, что у вас в руках огромное перо. Что-то исполнится. Исполнится что-то очень-очень важное. То, о чем давно мечтали, то, чего давно хотели, то, на что постоянно загадывали. Вот здесь еще похоже, что вы опять станете верить в чудеса. Ну, либо наконец-таки поверите, что чудеса возможны. И возможны не просто в жизни, а именно конкретно у вас.
что-то должно исполниться. Тем более у нас рисунок в корне практически прорисовался. То есть это скорое событие. Событие, возможно, еще этого месяца, либо следующего. Что-то очень ценное, важное, желанное исполнится. У вас тут большая радость, и вы как-то по-другому начнете относиться к жизни, по-другому смотреть по сторонам. То есть в чудеса будете верить, потому что с чудом вы точно столкнетесь. Дальше. Здесь у нас показан дом. И в доме праздник, потому что кто-то пришел, либо кто-то приехал, либо кто-то вернулся. Тот, кто приедет, либо та, кто приедет, вашу жизнь прям скрасит, вашу жизнь прям радость превратит, в праздник превратит. Может быть, вы давно ждете этого человека, может быть, вам тяжело без этого человека, да, допустим, это кто? Это может быть ребенок, да, который где-то в другом городе учится, и вы очень переживаете, что да, там и останется. Нет, приедет, вернется, все у вас будет хорошо. Также это может быть мужчина, который куда-то там прям уехал, да, может он моряк, по полгода нет, может быть он военный, да, может вахтой работает, да, и вам тяжело без него, и скучно, и тяжело, ну все, как бы тягость жизни вся на вас упала, да, вы сами себе и муж, и жена, и за все отвечаете, и за детей, и за заработки, и некому помочь, да. Вот здесь кто-то возвращается, приходит в дом, приезжает к вам, и будет большой праздник по этому случаю, и жизнь ваша будет меняться, она станет более такой вот прям насыщенной, более спокойной, ровной, без стрессов. Вы понимаете, что я могу положиться на этого человека, он всегда рядом, он поможет, он выручит. Вот в таком ключе информация. Дальше какое-то нестандартное решение вам будет предложено в вашей сложной ситуации. Опять же, вы все разные, у каждого своя сложная ситуация. Вам будут предлагать что-то необычное, вот как с этим справиться. Вы долго будете думать, вы долго будете сомневаться, даже подозревать какие-то, нехорошие вещи, да, что типа обмануть меня хотят, развести меня хотят. Но на самом деле после долгих сомнений вы согласитесь на этот вариант и точно не прогадаете, точно не пожалеете. Очень удачное разрешение вашего вопроса. Да? Вот выйти из сложности, выйти из проблемы, закрыть какую-то проблему. Нестандартный ход, то, что кажется прям очень сомнительным, для вас будет прям очень эффективным. Человек. Здесь грамотный человек, либо человек-профессионал именно в этом деле. Да, умеет распутывать узлы, умеет разгонять тучи. Вы этому человеку, получается, доверитесь. После долгих сомнений вы доверитесь и точно не пожалеете. Вы благодаря этому человеку избавляетесь от тягости, избавляетесь от трудностей, избавляетесь. На этого человека будете смотреть с восхищением. Будете думать: ох, какой молодец, либо какая умница. Вот прямо так будете относиться. Так, какое-то событие еще очень сильно ускорится. Событие, которое выглядит сейчас отложенным. То есть у вас то ли нет возможности осуществить, то ли вы вынуждены ждать, либо вам какой-то очень долгий срок ожидания сказали. Но это событие, оно максимально ускорится. И на вас прям это повлияет. Вам придется то ли что-то оплачивать, то ли что-то подписывать. И так можно прочитать. Но это ускоренное событие. Вы тут прям на лебеде катаетесь. Это хороший знак. Возможно, вы как-то даже смирились, что вот придется ждать, либо долго придется там на что-то надеяться. Но событие, оно само по себе ускорится. Тут как сама судьба это событие подгоняет. Но лебедь — это очень хороший знак. Это прям как чудо какое-то произойдет, как подарок судьбы, как большая радость, да, нежданная радость. Дальше пятерка. Пятерка ломается, вы ее ломаете. Ломаете планы своим врагам, ломаете планы своим недоброжелателям. То есть они там что-то себе наметили, как-то наметили вас победить и думают, что ага, сейчас мы тут возьмемся со всех сторон и все у нас получится. Но ваше какое-то одно действие, может быть даже спонтанное действие, может быть вы даже и предполагать не будете, да, что против вас что-то затевают, планируют, разрушить все планы ваших врагов. И враги ваши будут в отчаянии.
Потому что вас ничего не берет. Это, кстати, не первая попытка, да, когда они пытаются вам навредить. А вот вас ничего не берет. Вам все как из гуся вода. И ваши враги такие, блин, ну что такое? Ну так нечестно, мы так не играем. Ну, блин, обидятся еще на вас. Смотрите, враги обидятся. Вы разрушите их планы, 5 прям ломаете. И сами не видите, что делаете, либо не замечаете. Победите всех своих врагов, даже вот и не заметите. А враги ваши бедные люди. Может, как у них головы будут болеть из-за вас. Вот не возьмешь вас никак, ни голыми руками, ни вооруженными. Вот прям что-то вы такое делаете, что вас ничего не берет. Не иначе, как рубашки родились, либо ангел у вас сильный. Да, отобьете всякую охоту у ваших врагов вам вредить. Это однозначно. Ну, не подступишься, к вам не подступишься. Все. Ничего не поделаешь. Да, вы молодец, конечно. Тут-фу, пусть так и будет, как я это вижу. И вас как бы высшие силы не расстроят, да, не сообщив, не раскрыв вам эти планы. Но и в то же время уберегут, да, от каких-то негативных людей. Так, еще рыбное место показано. Рыбное место, и оно прям ждет, зовет, кличет вас. А вы почему-то туда не идете, потому что вы то ли в себе сомневаетесь, что из вас хороший рыбак получится, рыбачка, то ли вы вместе сомневаетесь, да, что оно рыбное. Вам кажется, что какая-то лужа, какая там рыба. В общем, тоже как-то долго будете сомневаться, но вас кто-то прям подтолкнет. И у кого-то это прям такой волшебный толчок, знаете, прям достаточно мощный. Не обижайтесь, главное, на того, кто вас подтолкнет, хотя не будете вы обижаться, как увидите, сколько там рыбы, так сразу и обиды все уйдут, пройдут. Вас то ли уговаривает кто-то, либо создает вам такие условия, что как деваться некуда, надо идти, надо пробовать. А рыба – это деньги. У кого-то, кстати, еще отыграется момент, что вы не только денег много будете зарабатывать, сможете зарабатывать, но еще и по второй рыбе личную жизнь сможете свою наладить. Встретить того самого, либо ту самую. В общем, место очень классное. По принуждению доброго человека вы туда пойдете. Ну, либо с пинка этого человека вы пойдете, но явно не пожалеете. Крутое место, удачная рыбалка и 2 рыбы. То есть одна явно указывает на личное, а вторая именно на деньги. Дальше. Вот здесь показан маленький баран. Воспитание. Вы будете заниматься воспитанием этого человека. Что вы будете делать? Дрессировка, либо воспитание. На вас это повлияет с той точки зрения, что вы в себя поверите, что вы можете влиять на людей, что вы можете объяснять, растолковывать, да, вот в таком ключе. Возможно, помогая этому человеку, вы в себе откроете способность обучать других людей, ну, либо воспитывать других людей. В общем, справитесь с каким-то упрямцем, и, возможно, это станет вашим, ну, либо увлечением, либо даже способом заработать. Почему нет? Вы раскрываетесь в этом, с таким упрямым человеком справляетесь. То ли вы какие-то уроки частные будете давать, то ли вы, может быть, действительно будете вести, допустим, свой блог, да, делиться своим жизненным опытом, со своими знаниями. Тут о вас говорить будут, тут вас любить будут, тут вас будут благодарить за то, что вы это делаете. Да? Возможно, у вас образование, вы педагог, воспитатель, может быть, но вы не работали по специальности, а перевоспитав кого-то, прямо скажете: да, мне это понравилось, я чувствую, я могу, я готова. И еще карьеру можете в этом сделать. Ну, либо как подработка, может быть, да, каких-то деток возьмете, будете за ними присматривать, и детки, и родители будут вам благодарны. А у кого-то отыграется, что вы действительно станете блогером, откроете свою страничку на том же YouTube и будете рассказывать о том, что видели, о том, что знаете, о том, как справиться с сложной ситуацией. И люди вам будут за это благодарны, вас будут за это любить, благодарить будут. Прям такой момент, да, интересный показан. Там над вами лопата,
И это говорит, если копать глубже, то можно добиться очень крутых результатов. Да, именно в этом деле обучения, воспитания. Дальше. Чьего-то мужа показывают. Чей-то муж прям растет, как на дрожжах. Но не в плане, что вес наберет, хотя, может быть, и вес наберет. Здесь в плане того, что человек чего-то добивается, человек становится видным, заметным. Я так понимаю, что это карьерный рост, либо рост бизнеса вашего мужа. Просто на глазах он начинает все больше и больше становиться. То есть мужчина сумеет удивить не только вас, но и всех, да и сам удивиться. Этому мужчине быть большим, и этому мужчине высоко взобраться, стать достаточно знаковой персоной. То есть карьера, я так понимаю, руководитель, да, либо владелец большого такого вполне себе успешного бизнеса. По мере того, как этот мужчина будет расти, вам, мои хорошие девочки, будет становиться легче и проще. Возможно, сейчас вы либо поровну все делите, либо даже львиная доля обязанностей по содержанию, по домашнему хозяйству, все это лежит на ваших плечах. Все поменяется. Жизнь у вас станет более веселой, праздничной, больше будет возможностей, я не знаю, там, собой заниматься, да, себя развлекать. Там, в принципе, семья себе больше будет позволять, допустим, какие-то путешествия, другой уровень и образ жизни, там, жить в другом месте, да, где более комфортно. Вам будет гораздо легче и проще, вы меньше будете работать. Да? Может быть, вообще будете работать только лишь ради своего удовольствия, либо ради своих каких-то амбиций. То есть совершенно другой образ и уровень жизни. Вы с этим мужчиной прям вместе возвышаетесь. То есть не зря вы его выбрали, не зря вы его на себе тащили. Вы местами точно поменяетесь. Жизнь будет прям гораздо легче, проще. Дальше показан какой-то спорт. Спорт, который вдохновляет, и спорт, который очень положительно на вас влияет. И на нервную систему, и на физическую форму. Там тренер очень хороший будет. Тренер Душка. Вы с этим тренером прям подружитесь, друзьями станете. Спортом займетесь. Вы, возможно, далеки от спорта, а возможно, у вас такой образ жизни, что вам не до спорта. И так еле-еле ноги волочите. Но вот будет такая пора в вашей жизни, когда вы встретитесь действительно с тем самым настоящим от Бога тренером, который поможет вам и тело прокачать, и голову успокоить. Да? Возможно, человек мотиватор от Бога, возможно, человек, помогая вам физически раскрепощаться, да, тем самым лечит вашу душу. Прям очень хорошие отношения у вас будут с спортом. Вы прям такая спортивная станете, либо спортивным, если смотрит меня мужчина. Прям ключевую роль спорт сыграет в вашей жизни. Прям настолько полезно, прям такой огромный жирный плюс идет в вашу жизнь от занятий спортом. Может быть, вы спорт не любите, потому что у вас тренера такого не было, да? Либо у вас какой-то неприятный опыт был в жизни. А может быть, действительно сейчас, именно в эту пору жизни, вам не до спорта, потому что ни денег на него нет, ни возможности вообще выделить там хотя бы полчасика, чтобы позаниматься. Но спорт будет, и очень здорово отыграется на вас. Дальше показывают часы, время. Придет ваше время, об этом говорится. Придет ваше время. Ваше время не за горами. Время, которое сулит вам какие-то то ли успехи, то ли достижения, то ли те самые перемены, о которых вы всегда мечтали. Время. Вы не думаете, что у вас там возраст и уже там ничего не случится. Не-не-не. Все еще только впереди. Об этом вам говорят. Что ваше время еще придет. И это время будет очень для вас многообещающим и с очень хорошими последствиями, как-то так показали. Дальше показаны какие-то люди, которые вам не знакомы. Но эти люди станут для вас очень важными, любимыми, желанными. Здесь вот как несколько человек.
И там и женщина, и мужчина есть. Возможно, это какие-то родственники, дальние родственники, либо люди, которые станут вашими родственниками. Прям очень замечательные, душевные, добрые и очень щедрые. Вот это показано. Люди еще войдут в вашу жизнь. Тут какие-то семейные узы, семейные ценности, доброта. Очень теплые отношения здесь показаны. Так, вот здесь нам показан дракон. Дракон, который прям в спину дышит кому-то. Дракон — это успех. В самом венце, да, но в спину дышит. Вы буквально в 5 минутах, кто-то из вас буквально в 5 минутах от успеха. И вы уже что-то сделали для того, чтобы стать очень успешным человеком, но вы не придаете этому значения. Либо вам кажется, что вы не тот человек, кто может стать успешным. Ой, как сильно вы ошибаетесь. Благодаря себе, благодаря тем действиям, которые вы уже сделали, дракон успеха дышит вам в спину. Буквально там пару дней, у кого-то пару недель, ну максимум месяц, да, там 30 дней, и вы поймете, о чем шла речь. Дракон. Но это хороший знак. Хоть он и небольшой, но тем не менее, он знак многообещающий, знак успеха. Так, и еще здесь показан человек, который перед вами оголяется, ну, снимает одежду. То есть человек перед вами раскроется, человек вам покажет свою истинную суть. Возможно, этот человек не понимает, что вы рядом, да? Может быть, человек и не хочет вам ничего показывать, да, не хочет перед вами оголяться, но вы увидите этого человека как есть. И вижу, что вас от этого человека просто вот развернет, ну, на 180 градусов. Может быть, этот человек вам сейчас нравится, кажется прям, ой, какой он классный, симпатичный, да, либо вы верите в этого человека, вы поверили этому человеку. Но когда вы увидите этого человека голеньким, ну вот как есть, да, со всеми его там плюсами, минусами, то у вас прям волосы дыбом станут, и мурахи побегут по телу. Вы скажете, фу, какая гадость, да, как я могла, да, кому же я поверила, боже мой, фу-фу-фу, чур меня, чур. И знаете, этим поступком вы себя убережете от очень большого разочарования, от даже какой-то неприятности, либо даже беды. Такое впечатление, что вам либо сама судьба показывает, либо ангелы, да, этого человека перед вами разденут, чтобы вы наконец-таки увидели, что вы не с тем человеком, например, связались, либо не в того поверили, не в ту поверили. Вот. Это событие, оно хоть и неприятное, но оно спасительное для вас, да, жизнеутверждающее. То есть благодаря тому, что вы заранее узнали, вы не станете жертвой этого человека, либо вы ничего не потеряете из-за этого человека. Вот прям голым покажут, вот как есть, да, со всеми его, там, ее недостатками. Либо человек покажет, на что способен, да, на какую гадость способен. И вы такая, фу-фу-фу, не-не-не, я в такие игры не играю. Прям сами себя, получается, убережете. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.